литературы и искусства. Мы рады приветствовать вас в концертном зале имени Федора Ивановича Шаляпина Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Ровно 100 лет назад, в 1923 году, именно здесь, в Шаляпинском зале, первому из башкирских поэтов Мажиту Гафури, Габдельмажиту Нургалиевичу Гафурову было присвоено звание «Народный поэт Башкирской АССР». Сахнага Мифтахетина Пулай исемендегі Башқұрт Дәулет педагогия университеті доценті, филология фәндері кандидаты Әлибаев Заки Арслановна Көтбереді. Әлбетте, оның жады, бұл ғынса үйренілген деп айтқан болады. Мәлі мұнда елдардан филология фәндері кандидаты Федор Себағатовтың матур монографиясы Uriyanов Қарыштан бағаланған. Бұған секілді Білімдар Рамазановтың монографиясын білайын. Ана шу ике монографияға таянып, немелер күштерге болады. Әлбетте, Мәлік Гафури бүгінгі күндегі башқұрт әдебиятында несіп бағалайды. Бұл уақытта өткен қара елдер повесінен, публицистика романlarından, hem ısınmadan hendeki filosofik şiirleri, sosyal şiirleri bilen Bashkurt edebiyatının, Üryanlı Bashkurt edebiyatının devlet ilginin olan şairlerden biridir. Şunun üstünde oşu, bu isimge layıktır. Elbette bunun icadında türlü motifler var. Sovetler Soyuzu vaktinde onun mesela şu kupsilik eserlerinin de dinle karşı, başka türlü eylemlerine karşı bağlanan eylemler de oldu. Lakin eğer de mutlak okuyan, ısınmadan hem de Mecid Ghafuri, o indi medreselerde bilim alan, dini bilimde bulunan şu vakitte yanlı bilimde alan şairlerden biri. Çünkü onun icadında tutuş gün soğuş edebiyatının, poeziyanın tradisiyaları, şular yanlı edebiyatın, Avrupa'nın gelen edebiyatın tradisiyalarına koyduğu mümkün. Bu da onun mutlaka ментиргина, вроде он туда не понимает, я перехожу на русский язык. Мажид Гафури – основатель новой советской башкирской литературы. Мы сегодня именно отмечаем день столетия признания именно народного поэта Республики Башкортостан. На самом деле Мажид Гафури – это феноменальный человек, творческий человек в нашей литературе. И сегодня, если мы смотрим, если мы оцениваем башкирскую литературу с такой высоты, один из первых людей, который открывал новую широту, это Мажид Гафури. Он работал в публицистике, он работал в поэзии, в прозе, в драматургии. На самом деле, вот именно его произведения открывали нового человека. Когда приходит в литературу новый человек, новый герой, с этого и начинается периодизация. Мы каждый раз на лекциях по башкирской литературе говорим, что именно новая литература начинается с творчества Мажида Гафури. Конечно, мы знаем о его творчестве по монографии Гелендара Рамазанова, это 20 век. В 21 веке написал в том году абсолютно новую монографию с новых взглядов кандидат филологических наук Федор Себағатов. Настолько интересная вещь и по биографии, и по творчеству можно найти народного поэта Башкортостана Мажида Гафури интересные факты. Мы вроде бы, да, хорошо знаем те факты, которые он написал, те факты, которые по биографии, но открываются новые страницы, это настолько интересно,
проводя исследования по таким поэтам, можно найти настолько интересные вещи. В том году, когда мы проводили Акмолинские дни, нашли новые, абсолютно новые стихи Мустафидина Акмуллы. И когда мы сегодня отмечаем именно столетие, я по монографии Федоруса Богатого нашел интересные такие вещи, когда Мажид Гафури ездил в Троицк, он поехал туда и не только поехал, он пошел туда пешком. Когда он проходил мимо Белорецкий район, он встречался со многими людьми и оставил глубокий след. Те люди, которые вспоминают, когда остановился, например, в деревне Муныштей возле Инзе, где он встречался, они учились вместе, те люди сохраняли огромные воспоминания. Вот те моменты, жизненные моменты из биографии, настолько их много можно писать, и сегодня настолько это, мне кажется, актуально, потому что изучая не только биографию, изучая не только произведения Мажида Гафури, мы открываем новый мир начала 20 века. Вот поэтому для нас он был, поэтому для нас он особенный человек в нашей литературе. Спасибо большое. Зeki Arslanıç, Məcid Ğafuri librettədə Əzizə Muhammedov Sultan Babaşşıqlığı, İşçi operadan Nigmet Ariyatı, Xalqara konkurslar laureatı, Башкортстанның атқаданған артисі, Башқұрт дәулет операһының балет театры солисі Алим Каюмов башқарады.
исемендәге премия лауреаты Әхтәм Әхмәтулы алкышларны саклады. Хәерле кичәр мәгълүматлар. Бүгін олы вакыйгага йөрдек. Беренче халык шагыйрьләре халык шагыйрьләреннән бiri. Миңа ялгыш шундай тәкъдим ителгән Башкортстан әдәбиятының тарихы белән генә түгел, бер илләрнең тарихы, әдәбиятының тарихы белән дә кызыксынырга туры килде. Занимаюсь русский язык. Значит, если надо, я могу по-русски говорить. Кыскасы, халык язучысы безнең әдәбиятыбызның тарихы бик озын, ул фольклордан, Урал әдәбиятынан башкана. Бuna Совет, Башкорт Совет әдәбиятының тарихы миңа калга менә шул Мәҗит Гафурида булуыннан башланып киткән. Һәм безнең Советтар ил әдәбияты бигрәк тә милли әдәбият үстерүгә аеруча көч салган. Һәм бuna шул халык шагыйре дигән исемләр биргәннәр. Буны безнең Башкортстан гына бирә алмый. Башкортстан карары белән партияның төбәк комитеты фатихасын алып, шунда гына халык шагыйре бирә. Халык шагыйре ул булырга тиеш безнең обкомның агзасы. Мәҗит Гафури обкомның агзасы булган. Һәм ул ошо обкомның пленумдарында әдәбиятты, сәнгатьте яклап, уны проблемаларын күтәреп, һәр вакыт һәр пленумда сыгыш ясаган. Һәм сыгыш ясаган. Бuna Мәҗит Гафуридан бер тарихы әйтте. Мәҗит Гафуридан Рәшид Нигъмати халыкка. Алар шундай дәрәҗә билейләр. Bir plenumda Ziya Nuriyev birinci sekreter var. Eğlenenler Ziya Nuriyev değil. Hem işler opera teatrına служебный входтан иnek. Halkta korkak oldu. Lenin служебный входтан inesin ki o halktan korkanı ko'tarmıyor. Şundan Әбілді көтермейтін бәйсәктәрді халық менен бірге йөрү. Бірінші секретарларды бұл вакытта тәнкидлей алынып кешеләр генә булган халық шагыйрьләре. Шул Мәҗит Гафури. Безнең башкорт әдәбияты бұл вакытта әлбәттә халык шагыйрьләре бер генә булды. Бірінші халық шағайры біреу мәрхүм болады, екіншісі болады. Бүгін күні бізде халық шағайрылары мұнса ташып болды. Әмма олар хөкүмәт ағзасы болды. Хөкүмәт ағзасы болды, оларға жол беріледі. Алып ялысына Çünkü халық шағайры ол біздің әдәбиятымыздың, сәнгатымыздың йөгі болып тұрған. Milli сәнгатты әдәбиятты үстіруге Советтар Союзында бик тұрмыс алған. Мына бір тарихын еңбектерге керек. Театр факультетіне студенттарды қабыл етеді. Яшьтән киләләр. Анда проза, басня билергә кирәк, мәдәни билергә кирәк. Барыгы да
сияқтан қуанамыз, чөнки Мәжит Ғафуриның әсәрләре яшьтәр укырга мәҗбүр икән куанычлар. Бит Мәжит Ғафури мин драматург дип исәпләмәйм, ул үзенең гомерендә бер генә пьеса язган. Ул да була Кызыл йондоз. Уны Сибай театры куйды. Заманында башка театр куйган. Унан инде башка театр ике тапкыр сәхнәләштерде. Бuna onun повесі Қара ерлерді Байлана Бердімов, Вали Галипов сәхнәләштерделәр. Һәм ул бик зур популярлык яулады. Шуның бөтен театрда куйдылар. Безнең академик башка Мәжит Ғафури исемендәге башка академиялар театры Üzün 4-cü tapır. Şunun 3-cü tapırında mingə Zahid oynarlar bırakırdı. Hem ben bir grup bırakırdım. Mingə Мәжит Ғафуриның medalini taktı. İlk kızılı buna bu yıl kaldı. Bütün dünya tiyatrolarının olimpiyada Vengriya. Ул 3 yılga bir tapkır var. Gelsi zamanında bir Rəseydə okuydu. Bunda bütün dünya tiyatroları qatnaşalar idi. Əlbəttə festival, olimpiyada ötkərgən il üdə paylamaq. Bu yıl 750, bütün dünyanın 750 tiyatro qatnaşması. Bizim Rəsey ilindən Tuğhanız tiyatrında yapılırken Tuğhanız tiyatrı arasından birden bir tiyatro bütün Başkent Akademi Drama Tiyatro'nun yıl tügen spektakülleri aldı. Onlar büyük Avrupa'na varıp kayıttılar. Turan yolculuk edildi. Türkiye bastılar, Arap iline şunu anladım. Dekorasyonu almadılar. Dekorasyonu sektörün yıllara getirdiler. Nege? Getirdi kapıda işleydi. Paraylık değil, dekorasyonu benden de şehre getirmişler. Şundan güzel bir Avrupalılar halk arkadan ilerip dinleyip tiyatrolarda şova, fizkultura ve başka türlü eğlendirip ve kişiriş tiyatrı aklangan iken gerekler. Şundan bir kadar neyse bunu bileyim. Biz yıl hayın Vengriyalar üzerinde festivali, İl festivali beraber kileli yıl zinhar üstün Karayel'den spektakl alıp geleyim. Min opturadım, olar kayda bile bu Karayel'lerde de Karayel'de var. Vakti hem Kazan'daki festivalda Vengriya'nın birisi kişi bulman. Ular kurgenler, aytıp milyonerler, şunda spektakl var, şunda kesilişler onda. Şunu işitip, bizim bana Karayel'ler spektakl, Мәжит Ғафуриның Karayel'ler spektaklini Sakırman'da barqalab, dik heybət olmaydı. Çünki Мәжит Ғафури'ni tilak oldu diye başlasında Tugul, Tatarstanda Tugul, Rəseydə, həm də Sikilgələr bilələr. Bu dik kıvanısız bizim Respublikamızın şahısı Мәжит Ғафури'si. Бұл ысынлап да халықтың кешіріштәрін аңлап, оларды сәнғат етіп, әдәбият етіп яшарға тырышқан. Юққа етмеген бұл. Bir adım alğa baxam da eğlenen bir ardına. Qayda batqanlar ikən ki, göz alamın halkına. Halkına göz alma yalğanlar yalısı olmayı. Rəhmət.
руководитель Галина Невшина, музыкальный руководитель Зульфира Албакирова. Город Бельбей. Мәжит Гафури мемориаль музейі директоры, филология фәндері кандидаты Гулякова Ғадилә Мөләристаны сақырады. Hayırlı kez. Bayram mına bırakıldılar. Ular ekiptiler bitinde. Düver buna bir buğatılık. Atab etkende 1923 yıldan 3. iyininde tap oşu binala ul vakitte ul atalar dvarın oşu yurttaydı. Dvaryanda yığılışı binahatip Мәжит Гафуридің ижадына 20 yıl tutuldu durla ütkәрәләр. Buna ismi әйтеп тора бит инде. Дворяндар yığılışı
yaşayacak. Çünkü ul aktual hem halksan. Etkende bir müzik hizmetkarları. Mecid Gafuri'den bırak şu halk şairi isime birliğe ben yıldılar kalkan saralarda kim bilir türlü saralar kerek durabın buna gitse bile bizden müzeyde Mecid Gafuri hem öfür diyen temaga bilgileri resmen Edward Hannanov'dan şahsi kurgelmehe asıldı. Hem bu müzik tarihinde 75 yıldır tarihi olan müziğin tarihinde birinci takdir bunday kurgelme. Mecid Gafuri hem Ufa Mecid Gafuri diyorlar. O buna şu tiklem dur yıllık bırakıcı şavlar türler bundan bu kurgelmenin asıl tantana buldu. Mecid Gafuri isen sakta yürüyen yerler. Bu yürüyen buna uramları, bigirekte göbül uramları, hadırgı vakitte yimirliği haline yetken yurtlar, şu vakitte buna bizden müziği, o vakitte buna bizden yaşayan, o vakitindeki meybilder bugünkü günden yesek ötehle bunda üretlerken, min hedri müziği indeksihe bularak, o kurgetmenin kararına sakıran, aklımına sıraşı bulurga mümkün Edward Hannanov'dır. Onun bilen sıraşı da işlerge mümkün, o bu da bugün bunda oturar, belki sığışta yani birge rahim etsege. Rahmet. Mecid Gafuri, Koyaş şimdi. İkinci kurs aktörlerle derge bölümü stüdyenti Salavat Ahmerov. Koyaş nurun bulut kaplaha, yad-yadlığın iride, kargar büdüp, kara yer yeşerip, hamduğastar hayrar kön yide, yırdım gidin, kara satır kıvık, kara bulut kaplap alhala, yad-yadlığın ulem sıktı, günge karşı bulgan baksala. Bara turgaz, koyaş yigip sıktı, yer yidine arap güldü. Halkın kara bulut saf koyaştın, küslü nurlarına bir deyu. Nurdan bulgan koyaş, yedirenin, yırtılanı bulut perdehin. Zifa boylu yalakaz kıdarday, pürhetti u büte kövdehin. Kurgez, yırtık bulut kiteklerin, kurkınışık sipke kiteler. Kitelerde bir arbarı minen, tütünlerde daralı büteler. Tütün her vakitte til yugala, til tarala turgan nime o. Hem şulaylı, hem de karanlık, koyaş nurlarına bire yok. Многожанровое творчество первого народного поэта Башкортостана, классика башкирской и татарской литературы Мажида Гафури занимает видное место в истории башкирской литературы. Его стихи, оды, басни, очерки, фельетоны, рассказы и повести – бесценный источник для работы со студентами творческих учебных заведений. В художественном отношении первые произведения поэта опираются на поэтические традиции фольклора башкирского, татарского, казахского народов. Речь его персонажа приближается к разговорному языку. В них используются пословицы, поговорки, афоризмы. Поэзию Мажида Гафури характеризуют реалистические картины жизни, точные характеры, живой пейзаж, аллегория и острая сатира. Автор использует поэтические формы, отличающиеся предельной доходчивостью. Не сторонится он лозунгов и прямого обращения к массам. Чтец мыслит стихами, призывает «Берлады алға баққанда әйләнәмін артыма, айда баққанда мекенді путь халанын халқыма. Лишь сделаю я шаг вперед,
обращает взгляд. В любовной лирике поэта нашли яркие выражения глубина и чистота чувств освобожденного человека. Если его лирика воспевает родную природу, то оды славят любовь, красоту, жизненную гармонию. Героя своей лирической поэзии Мажит Гафури представляет как человека светлых, возвышенных чувств. Для произведений поэта характерны светлые раздумья о новой жизни, стремление заглянуть в завтрашний день. Мажит Гафури «Первая любовь» читает студент, уже выпускник курса профессора Ямиля Габдулахатовича Абдульманова, кафедры вокального искусства, студент из Китая Ку Цзиньтян. Мажит Гафури «Первая любовь». Это было лунный вечер. Мы в саду сидим, ты и я. Как хотелось мне тогда промолвить: я люблю тебя, душа моя. Улыбнулась ты и засмеялась, разгадала все мои мечты. Как чудесный вечер и восторг, выдала себя востоком ты, словно посылая поздравления, озарил нас пленный лунный свет. Соловей с твоей ночною песней нам одним лишь передал привет. И деревья, и цветы с улыбкой взоры обратили к нам свои. И они свидетелем стали тайного признания в любви. До сих пор в душе твой образ мне, до сих пор вести передал мной. Быть хочу у ног твоих сегодня, так же, как тогда, порой ночной. Я приглашаю на сцену нашу гостью из Татарстана, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукаева, Луизу Хану Дулаеву. Здравствуйте, мои дорогие уфимские зрители. Я очень рада вас приветствовать на таком празднике, на новом поэте, посвященном столетию звания народного поэта, которое было в 23 году Рейхова, да. И мы с вашим известным поэтом Рамилем Чураковым написали песню. Она называется на ваши судьбы представляем эту песню, но прежде чем представить ее, я хочу в импровизационном варианте представить, меня просто попросили попури небольшой из моих известных песен, и я приглашаю на сцену Саиду, она вместе со мной приехала из Казани, молодая, многообещающая птица, она участвовала на видео, в телевидении. Мы с ней вместе еще с вашим многообещающим молодым исполнителем Ильдаром Шарфутдиновым, я очень хочу, чтобы
знаете, для сегодняшнего нашего, как говорится, периода современного, да, у нас все в основном певцы, и татарские, и башкирские, они в основном народники, они поют прекрасно народные песни, но у нас где-то, наверное, законсервировалось и башкирские песни, наши лет на 20, на 30, последние годы я странно. И я очень переживаю, потому что я начала свою, как говорится, творческую деятельность в начале 70-х годов, когда эстрада, городская эстрада уже начала выходить на какой-то уже цивилизованный уровень, я бы сказала, и потом сразу с начала 90-х годов, то есть в году 50 катились на уровень сельской эстрады. И вот я с этими двумя исполнителями мы записали много фильмов. Если вас интересует, вы можете в YouTube посмотреть. Мы из исторического плана фильма записали песни, вернее, на них фильмы сняли, сын снимал, в Москве сейчас живет, и мне помог. Это «Взятие Казани» мы сделали несколько лет, посвященные кантата о Сибике. Это и первую часть Саида спела, вторую часть Ильнар спел, Булгар Трунда, Bulgaria, я Тукая. В общем, мне бы очень хотелось, чтобы дальше развивалась именно эстрада, потому что молодому поколению это необходимо для поддержания национального духа. Извините, конечно, мы все, вот наше поколение, мы все живем не только нашей национальной эстрадой, мы живем всем лучшим, что создано в мире, что создано на Западе. Мы слушаем, и молодое поколение слушает. И почему мы, понимаете, какую-то убогость воспринимает, особенно молодое поколение, что наш народ какого-то низкого уровня и слушает только сельскую музыку, сельскую верную песню. Я понимаю, наши все корни из деревни, это самородки мы все, то есть вот мы их слушаем, но городская культура, она дает движение, дальше прогресс дает. И я очень это переживаю, особенно в Татарстане, последние 20 лет все сельское, все самодеятельность. И я переживаю, что на наше место нет достойных композиторов-песенников. Вот, вы знаете, вот это очень больной вопрос, он, может быть, не так волнует наших чиновников, но волнует нас, творческих деятелей, потому что если нет современной эстрады, которая поддерживает национальный дух, у нас, значит, нет будущего народа, а если нет будущего, мы, значит, превращаемся в кого? Мы превращаем будущее, нас ждет, как индейцев,
деятеля искусства Республики Татарстан, лауреата премии имени Мажита Гафури. Музыка заслуженного деятеля искусства Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Николая Тукая Луизы Булгари. Родники Мажита Гафури поет Ильнар Шарабудинов, наш выпускник. Класс Фанави Саликова. и отсталости. Язык изложения басен простой, близкий, народный, лаконичный, отличается четкими образами. Мажит Гафури «Лиса и коза» читает студентка второго курса кафедры вокального искусства Адель Латыпова.
где взять хотя бы глоток воды? Все пересохло в горле каждый. Искали долго и нашли заброшенный колодец, старый. Глубок ли он, есть ли вода? Глядели жадно глаз две пары. Да не глубок, и есть вода, боготворят находку эту. Но как же воду зачерпнуть? Ведра с колодцем рядом нет. Все взвесив, лиса легко спустилась вниз, и вот уже глотает воду. За нею прыгнула коза, припав к прохладной влаге сходу. Напились обе наконец, вода по капле с губ стекает. Вода водой, а как же быть? Как наверх выбраться? Смекают. Все взвесив, хитрая лиса уже вещает деловито. Подружка, силой напряги и встань на задние копыта. Мне по спине твоей тогда отсюда выбраться полдела, потом я вытащу тебя, чтоб ты в колодце не сидела. Нерасторопная коза молчком привстала, сделав стойку. Лиса взбирается по ней, наверх выпрыгивает бойко. Теперь тащи меня, лиса! А та над бедною смеется. Да ты глупа, коза, глупа. И прочь пустилась от колодца. В конце я выскажу ту мысль, что непреложно. Лишь от проверенных друзей ждать помощь можно. А коль обманщице лисе поверишь ты, погибнешь, что коза от глупой слепоты.
матери Слава Мажита Гафури, музыка Миников Сырьи Нуруллиной, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, город Чайковский, Пермской области. Она поэтесса, автор популярных песен, которые в репертуаре артистов Республики Татарстан, руководитель ансамбля «Идель» в городе Чайковский. Слава Мажита Гафури, музыка Минников Сырьи Нуруллиной. Она теле. Язык матери. Мәҗит Гафурина без яратабыз. Бәләкәй чактагы аның шигырьләрен, әсәрләрен укып үстек. Шул 140 елларда мин аның шигырьләрен укып чыктым да, менә шуннан шушы ана теле дигән шигырьне ки язарга булдым. Ну, менә сез таныдыңыз инде мин бу кызлар белән бик күптән күрешәсем килгән иде, танышасым килгән иде. Менә бүген мин бик бәхетле шушы Уфага килеп, бик ерак булса да якын итеп, шунда килеп сезнең белән тагын очрашуым өчен бик шатмын. Исән сау булыйк, таза булыйк, еллар имен булсын, балаларыбыз саулыгын күреп, аларның кайгыларын күрмичә куанып яшәргә язсын, сугышлар бетсен, илебез тыныч булып, яңадан безгә ширләр килмәсен, бик авыр заманалар үтеп китте, ширләр булды, күпләребез китте. Шуңа күрә Ходаем тазалыгыбызны биреп, куанып яшәргә язсын. Сезгә кызлар булышлар телим, рәхмәт сезгә, менә кечкенә генә күчтәнәҗемне алып килдем сезгә.
Шатарин Шатардары Безбесихар Тугай. А я байтын меден ядалған Шатардар. Мәжит Ғафури вақыт етті егет. Икенче курс актердар бөлігі студенті Рималь Еханшин. Вақыт жетті жігіт. Жаның болса, уян, секіріп күпкүз атқамын. Көресің бі, идір ойларында матур ал, қызыл-там атқанын. Урал тауларынан көк таш алып, қойра қойшыңны шынырға. Таң жиллері ескен матур шақта, кетсін, дұшпанның қорға. Бір нәрседен құрықмай жан ферманға алға шапсын, жерлер секетіп. Дүние бізнен, дейіп қышқыр шында, қайрат мені ерек жекетіп. Сен қышқырған шықта сүрен салып, астымдағы атын кішінлер, сені көріп шында, даттар жегіті бұраланған екен бейсіннен. Шулай өтіп вәкшиық кішілерінің қолларына салып ұрқыныш. Көп қызыл қуан білен бізекленсін, ұң қолына тұтқан шыл қылыш. Шул вақытта шынлап тынышланыр, көкірегінде янған жүрегің. Шул вақытта келген болырсың сен, мәзлум еліне күткен тілегі. Я приглашаю на сцену тележурналиста, заслуженного деятеля Российской Федерации и Республики Татарстан, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, члена Союза журналистов Российской Федерации, действительного члена Евразийской академии телевидения и радио, лауреата премии имени Мажита Гафури Гельманову Шауру Габбасовну. Добрый вечер. Конечно. Интернационал. Красавтала. Сидели перезвонили. Я сейчас интервью давала. Говорят, быстро надо. Но еще одну коротко скажу. Я из соседней деревни, родины Мажита Гафури, из Гафурийского района. Это первое. Мое первое знакомство было в семье, потому что отец постоянно рассказывал, что его отец по царскому указу мулла Муалим Яхья Тузбеков был знаком Мажита Гафури, и они разделяли свои позиции, то есть они были духовными, скажем так, братьями-земляками. Второе знакомство произошло, когда уже я чуть повзрослела, две старшие сестры окончили режиссерские факультеты, вернулись в район, стали ставить спектакли, два народных театра создали в Гафурийском районе, и отец им говорит, что вы ищете, что ставить, вон, исправьте Мажита Гафури. Речь шла о том, что Абу Шахманов сказал, Сибай театр ставил, Салават театр ставил, на самом деле Салават театр поставил этот спектакль, и судя по этому спектаклю, оставалось впечатление, что Мажита Гафури смеялся над исламом, смеялся перед Диндян Кюляти. И отец говорит, он не над исламом, не над Богом, не над религией издевался, он издевался в своем произведении «Карайдари» над людьми, которые, прикрываясь исламом, творят черные дела. Третье мое знакомство с Мажитом Гафури произошло в Татарстане. Я училась в Казанском университете.
мне не хватало каких-то там гуманитарных знаний. И я вместе с татарской группой посещала уроки татарской литературы. И нам преподавал Ренат Мухаммадиев. И получилось так, что я целый год ходила, мне интересно все, все равно расширяешь, я всю жизнь была жадная до знаний. И в конце учебного года выяснилось, что меня включили в список татарской группы, я должна сдавать экзамен. Я говорю, я из русской группы, я сюда не отношусь. И он говорит, ладно, зайди, покажись, мне нужно в выходной сейчас ведомость менять, некогда, я тебе тройку автоматом поставлю. Как тройка? Я римский степенят, какая тройка? Беру билет, и у меня вопросы такие. Первый, Галимжан Ибрагимов, основоположник татарской литературной критики. Второе, один из классиков татарской литературы, в том числе Гафури. И третье, современная татарская поэзия. Татарской в то время еще не хватало, просто, видимо, не осознавали мы молодежь. Мы делили творцов по месту жительства. А то, что и татары, и башкиры у нас общие духовные иконы, что видно, вот так же это со временем пришло. Далее, когда я уже вернулась на телевидение, в этом году будет 50 лет, как я первый раз вышла в эфир, я все, что могла сделать, чтобы увековечить его имя, его творчество, что-то живое, кто о нем что говорил, что писал. Как руководитель художественного вещания сделали много передач. Я живым архивом обогатила и местный музей, и в Гафурийском районе. И такое ощущение исполненного долга перед отцом. И в 2007 году мне даже повесили медаль премии. Но такие вещи еще больше обязывают. Я всю жизнь воевала, я как бы мечтала стать артисткой, не стала, но в своем творчестве всю жизнь освещала театральную жизнь. И всю жизнь возмущалась, я говорю, как это театр носит имя Мажида Гафури, и нету ни одного произведения в афише, уже десятки лет, я 25 лет освещала театральную жизнь. И когда Олег Закирович вернулся обратно в свой родной театр, мы с ним обсудили, и он говорит, вот не надо просто инсценировку, ты же, Мажид Гафуридан Ижадан от и до якобы знаешь, от и до, конечно, может быть, и не знаю. Вот напиши что-нибудь такое, основываясь на какой-то сюжет. И в итоге я взяла за основу сюжет Черноликий, конечно, и сделала произведение, инсценировку по всему произведению, насколько я понимаю, его философию, его творческие принципы и так далее, как человека дин ахли. И этот спектакль, эту работу Айрат Абушахманов умничка поставил, он, конечно, немножко осовременил, но тем не менее базы остались. И когда на репетициях меня артисты спрашивали, а где ты этот диалог взяла, мы не можем найти вот эти слова там и так далее. Я говорю, ну нет в Карайдере этих слов, потому что Карайдер был написан уже при советской власти. Вот. И это человек, который Шигар Юна, Сюрелярде Галан Пиши, он не тот, вот, каким его представляли десятки лет народу. Я очень довольна, очень счастлива тем, что я выполнила и завет отца, но самое главное было другое. Когда этот спектакль выдвинули на премию «Золотая маска», которую мы никогда еще не имели, приехала сюда комиссия. И нигде мы не писали инсценировка как-то так скромно, что ли, или наоборот, все писали Мажид Гафури. И вот я общаюсь с этим группом, с гостями из Москвы, и председатель премии, фестиваль премии «Золотая маска», спрашивает, а вот этот Гафури сейчас где живет? Он местный? Говорю, местный. Говорю, он же не живет. Почему? И вот это, говорит, я, говорит, по долгу службы отсмотрел десятки спектаклей, связанных с исламом, но настоящие, с любовью к исламу, а настоящий в исламе – это первый спектакль. И он долго боролся за то, чтобы «Золотая маска» была именно за спектакль, за содержание. Но это было время, когда ИГИЛ придумали, и через ИГИЛ пытались поэтому дали «Золотую маску» по другой номинации, но это все равно за Мажида Гафури. Спасибо. Я очень счастлива, что на такое мероприятие
что имею какое-то отношение к творчеству, к жизни и к его личному творчеству в будущем. И все, что могу, делаю, чтобы передать молодым, особенно своим детям, его золотое духовное наследие. Спасибо. Проза Мажита Гафури, как и его поэзия, многогранная, затрагивает различные стороны и этапы народной жизни, его думы и чаяния, мечты и надежды. Повесть «Черновики» 1927 год находится в ряду крупнейших произведений советской литературы, посвященных тяжелому прошлому народа, горькой судьбе бесправной женщины. Прошло около века со времени создания этого шедевра, а популярность только растет. Сегодня спектакль «Черноликий» идет на сцене Башкирского академического драматического театра, носящего имя Мажита Гафури, режиссер спектакля Айрат Абушахман. На фестивале «Золотая маска» художник Альберт Нестеров был удостоен диплома в номинации «Лучшая работа художника по костюму» 2016 год. Сюжет повести вдохновил композиторов и деятелей театрального искусства на создание оперы «Потом Урюков», либретто Рахима «Кара за любовь» 1981 год, Казань, балета Халид Заимов, Чугаев, балетмейстер Хашим Мустаев 1965 год и спектакля в Башкирском государственном театре «Кукол» режиссер Михаил Штейн «Галима», гран-при международного фестиваля в Будапеште, Венгрия 1982 год. И этот сюжет послужил основой для новых работ художников. Вашему вниманию предоставляем «Адажу из балета «Черноликий». Исполняют народная артистка Республики Башкортостан Гульсина Мудрюкасова и заслуженный артист Республики Башкортостан Ренат Абушахман. Судьба мусульманской женщины до глубины души волновала поэта. Он посвятил ей свое самое яркое произведение «Черноликие». Эта повесть нашла воплощение не только на драматической сцене, но и в одноименном балете. Халид Заимов, Александр Чугаев. Фрагмент из балета «Черноликие». Хореография Хашима Мустаева.
Наркис Янтурин. Курганская область, Сухопулевский район. Минпайда. Музыка Наркиса Янтурина. Лауреата национальной премии «Болгар» Саиду Мухамедзянову. Xayrli kech, qadrli do'stlar. Birinchidan aytaysim kelaydi, men bek shod shunday motor gaplar zalda tushunish yasaga. Ikkinchidan meni mishatim Majid G'afuriy bilan bayli deb aytib bo'lar. Chunki 2021-yilda men onun so'zlarini yozilgan sizning yoltashingiz talantli yosh kompozitor Admiral Shayxutdinovkini bir boshliqning so'zlari degan shirin boshqardim. U endi bosimli stilida, ya'ni Brazil motivlari jaz bilan qatnashtirilgan. Hamda shu shir bilan Grand Prix olib, biz endi mening bugun sizga boshqarasim kelyapti shu shirni. Her
Зульфира Аубакировна. Қалқашушы сахнеге. Хамиді, біз Зульфира апа білен бірге екі тауышқа башқарабыз романс. Біз башқарабыз екі тауышқа романс, һәм ол романсның исімі Г деп атала. Ни үшін Г? Нәрсесі ол Г? Ну, кімгәдір, имя аноним. Уручение пришли ей, то есть неизвестно кому. Ну, значит, там такой очень интересный, своеобразный человек, он не называет имен. Но Люцапа мне по секрету сказала, что он посвятил эту песню, не песню, а слова своей будущей жене. Все понятно. Зульфира, папа, Сазар. Şıdamaz güde
имя Мажита Гафури присвоено району, где он родился и вырос. В его родной деревне Зелим-Караново открылся дом-музей поэта. В 1971 году Башкирскому академическому театру присвоено имя Мажита Гафури. В 1978 году перед театром воздвигнут памятник поэту работы Льва Кербера. Парк имени Мажита Гафури в столице Башкортостана является любимым местом отдыха уфимцев и гостей республики. Именем поэта названы улицы в Уфе и многих городах республики Башкортостан. В Уфе на улице Гоголя действует мемориальный дом-музей Мажита Гафури. Сегодня произведения Мажита Гафури востребованы как никогда. Министерство культуры Республики Башкортостан, Союз писателей Республики Башкортостан, региональная общественная организация Фонд культуры Мажита Гафури 21 век, ученые, педагоги активно изучают и популяризируют творчество первого народного поэта Башкирской АССР. Мин күрәм янган кояшты, көн буенса яктыра. Искәйен һәм янмай башлай, хәлгә туктап тора. Мин күрәм бер Худайдан ай менән йондызларын, төн буена яналар да янмайдар көндезләрен. Күренә күзгә Худайдан гашыктары, мәхшуктары, күннәй калмай, бер күнә күкрәктә янган утлары. Көн үтен күндәй янып, балкып торам тик мин генә. Был яны, был талпынып, үнмән ахры мәңгегә. Сөнки үнмәй һәр вакыт, балкып тора күкрәктә ут. Саф мөхәббәт, сын һөюдән туктай алмай. Бер минут дип язган шагыйрь һәм һезгә дә ошо теләктәр менән бүгенге кисәбездә тамамлау вакыты җитте. Һәм тамамлаган вакытта Мәҗит Гафури 21 Булат исемле региональ мәдәни фондның җитәкчесе, психология фәннәре кандидаты Люция Музакировна Рамаева Гафурига сүз бирәм. Рәхим итегез, Люция Музакировна. Халкыбыз, кадерле туганнар, дуслар, пользуясь случаем, пользуясь таким большим собранием, позвольте вручить общественные награды нашего фонда премии имени Мажита Гафури и небольшие подарки за вклад в популяризацию творчества Мажита Гафури. Именно в этом зале, в этом красивом зале Уфы, Мажиту Гафури были проведены торжества и вручено звание народного поэта Башкортостана. Вот именно в этом зале. За ним приехала правительственная машина, и затем здесь уже собрался народ, и на руках по парадной лестнице, передавая из рук в руки, его внесли в этот зал. И, пользуясь случаем от имени собрания, наверное, я могу выразить пожелание руководству, поблагодарить, во-первых, за то, что предоставили нам этот прекрасный зал для проведения этого торжественного концерта в честь присвоения, столетия присвоения звания народного поэта Башкортостана, и просить установить какой-то памятный знак, что именно здесь, вот, в честь столетия присвоения звания народного поэта, что именно здесь чествовался наш Гафури. Я думаю, собрание наше поддержит. Да? Это нужно нашему молодому поколению, чтобы они знали историю своей культуры родного края. Я прошу выйти на сцену лауреатом премии имени Мажита Гафури. Луиза Минигалиевна Батыр-Булгари. Творчество Мажита Гафури, классика татарской и башкирской литературы. От имени директора фонда, правнука Мажита Гафури, Мирсаида Халитовича Гафури. Помощники мои, пожалуйста.
спасибо, что вы приехали вместе с сыном, тоже композитором, Рустамом. Вот, медаль наша вручается. И, пожалуйста, историю нашего народа занимается исследованием. Я сама, у меня хобби уже с середины 90-х годов, после того, как в Казани с 80-х годов началась вот эта тенденция изучения нашего исторического наследия, нашего народа. Когда в середине 80-х годов был организован в Казани клуб «Маранджатин», когда я познакомилась со знаменитым, ныне покойным академиком, Абраром Каримулетом, после того, как я узнала историю истинную. Уже эта история до сих пор еще, она не совсем раскрыта. Кто мы, откуда мы, что мы за народ. После того, как я взяла этот псевдоним Аль-Булгари, Батыр Булгари, так как все, вы, наверное, может быть, знаете, все творческие люди искусства древности, они имели имя Аль-Булгари, то есть из страны Булгар. Многие до сих пор знают, вот знаменитая, например, Булгари фирма, которая в Италии, это с тех самых времен выделка кожи, это украшения, это не только музыка, не только искусство, это и ремесла знаменитые, до сих пор в Казахстане ценится, и говорит, они до сих пор называют Булгари, если это кожа. Я хочу, знаете, донести до молодого поколения, которое до сих пор, многие даже не знают, и считают, что Булгары это какая-то неизвестная нация, когда-то она просто дунайским болгарам. Я была несколько раз в Болгарии, была, изучала по несколько месяцев, изучала язык, музыку в глубинке. Вот у меня тут сын присутствует, очень маленький, концерт давали в Болгарии, я возьму туда детей. И знаете, что нас всех поражало, не только меня одну, когда мы приезжали в сельскую местность. Вот, вы знаете, мы копии наших лиц антропологически, мы видели копии казанских татар. Но я просто так называю казанских татар, это чисто условно, потому что лица абсолютно наши. И когда мы изучали язык болгарский, вот он кухонный язык, абсолютно тюркский язык. Это вот на нас так это тогда повлияло, потому что я русскоязычная татар себя считала, неизвестно какого рода, но татары как всегда. И поэтому для меня вот исследование, это наша история, это дает мне толчок в моем творчестве. И причем мощно дает, я поэтому случайно пишу и исторические, посвященные нашей булгарской истории уже с конца 80-х годов, когда еще никто этим не интересовался, вот сейчас эта тема булгарства только началась подниматься, после того, как ЮНЕСКО признала наш заповедник Булгар, и когда пошли какие-то финансовые вложения и так далее. А я этим давно занимаюсь, и я очень рада, что наконец эта тема сдвинулась, и мы выживем только благодаря тому, что мы возвратим свой Булгар. Это древняя наша цивилизация, которая еще тянется, я уже не говорю, не буду дальше копать, она тянется таким истоком, который даже никто не предполагает космических пришельцев, и который пытается закрыться за это. Но я надеюсь, что все равно Аллах поможет этому, что мы не пропадем и не в истории. Рустам Булгари, прошу тоже на сцену. Выйдите, поможете маме. У нас есть символический подарок от фонда Гафури. Это Гафури Шишмасина Су с родины Машиты Гафури, она Зямзям Су Кавикная часть. Вот. Я демонстрирую еще один подарок. Это Зямзям Су Кавик с родины Машиты Гафури, Красносольская вода целебная. У нас яблоко символ такой плодородия, чтобы ваше творчество вас радовало, продолжало радовать, не иссякало. Ну и, конечно, башкирский мед. Башкирский мед, это золотистый, все подарки все такие. Вот, пожалуйста.
нашу красивую столицу Гузель-Уфала. Она еще хочет знакомиться с нашим городом. Вот издали, издалека. И вам несказанно всем повезло общаться и слышать живую музыку в ее исполнении. Это, ну, я бы сказала, классик, современный классик нашей вот, культуры, музыки, музыкального искусства. Приглашаем Мухамедзянову Саиду Айратовну, нашу зашедшую звезду. Значит, Гафурина Борисовна. Вот, и Блэк. Пожалуйста. Яратан Ильян Мунакларымызда. Севаскер композитор, музыкант, он всех вас зажег, да? Это Янтурин Аркис Мухаммед Галеевич. Реализирует творчество башкирских классиков, поэтов-классиков, Мажида Галеева, Рами Галеева. Загитовна, да, Загитовна. Гафу итегіз өзім жазғанны өзім оқи алмаймын. Ижабда оны тоже алып келген аны, ол Мәжит Гафуриның ана тілі деген шигырына күй жазған. Она поэтесса, автор сборников поэзии и композитор. Мухамедзянова Зиздали Гафарқызы, руководитель ансамбля «Амаль», композитор. Она йырлары бик популяр, біздің кувершылар, Башқұртстанның премьер Алсу Бактиева йырлаған йырлары, бүтән популяр йыршыларымыз награждается за популяризацию творчества. Рахмет, мен бұл емес осы әлемет бөлек дүниелерімен. Аубакирова Зульфира Хабибқызы, Хабибовна. Вы сегодня услышали премьеру романса на стихи Мажиты Гафури в исполнении Саиды Мухамедзяновой. Birga bo'lib yashaymiz. Хайруллина Дина Мунирқызы, автор песни, посвященной Мажиту Гафури,
исполнении ансамбля «Амаль». Также у нее цикл статей «Анализ творчества Мажиды Гафури». Такой, скажем, в необычном ракурсе, в том числе сравнительный анализ она дает, очень большой труд. Ну и в завершение сегодня общественной премией Мажиды Гафури награждается Хусаинова Земфира Хамзиевна, профессор Уфимского института искусств имени Закира Исмагилова. Наш давний друг Земфира Хамзиевна, она много лет возглавляет жюри нашего международного конкурса «Мы читаем Мажиду Гафури». И проведение этого концерта – это ее идея. И вот, я думаю, она прекрасно воплотилась. Огромное вам у нас есть еще и благодарности, конечно. Большая благодарность его ректора института, Уфимского государственного института искусства имени Исмагилова Альмухаметову Ильмару Разеновичу. Так, кто ему сможет передать? Ну, попросим Земфиру Хамзиевну передать, да? Вот. Огромная благодарность Давлетшину Альфреду Амировичу, руководителю представительства Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан. Потому что без я думаю, нам было бы очень тяжело, но все прошло хорошо. Аллах шукр. Также имам мечети Ихлас. Диплом участника концерта в честь столетия присвоения Мажиды Гафури звания народного поэта СССР. Я думаю, это историческое событие, да? 100 лет, бывает один раз. Вот, это Саида Айратовна Мухамедзянова. Еще получает диплом участника. Саида, пожалуйста, где вы? Так. Луиза Минигалиевна Батыр-Булгариев. Участник концерта в честь столетия присвоения Мажиды Гафури. Так, я как Рустам Булгари Явич, Саидулы, участник тоже концерта, да? Так, Саида, да, еще. И премьера песни была, да, изумительной песни, слова Рамиля Чурагула. Где он тут в зале находится? Рамиль Чурагул, поднимитесь. Гафури Шишмаляре. Музыка великой Булгарии. Шарафутдинов Ильнар Ильдарович, его в зале не вижу, где он? Ему надо будет передать. Награждаются также участники ансамбля «Амаль». Абдулина Равилья Кабируловна, Ахметова Дина Накиповна. Здесь они? Нет, да? И ансамблю Алкалфа
прошу выйти сюда. Галия Ганзапаровна, Сазмудана. Рамиль Мухадарович, лауреат общественной премии имени Мажида Гафури. Он наш член совета фонда. Я вообще не успела подписать. Это ваш руководителю Белебеевского района и так, Шарафуддинов как там Шарыжа? Может, это Шарыжа? Шарафуддинов Кельнарга. В общем, резолюцию мы с вами вынесли, да, что мы обращаемся к руководству нашего института, что поддержали памятную доску. Гостей участников концерта ждет чай в кафе института. Прошу всех. Если, конечно, большая, я совсем забыла сказать, Габбы Телезенда Мухаммад Хазрат, Игнатий Никеев, вы здесь, вы с нами, вы ведете летопись истории, культуры Башкортостана. Огромное вам спасибо и здоровья. Спасибо всем, кто пришел. Здесь сотрудники, заведующие мемориального дома музея Мажида Гафури, Гулякова Владимира Борисовна. Да, вчера прошла выставка, открытие выставки нашего уфимского художника